Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Прилетели спасенные собаки и кошки. Все в плачевном состоянии. Это лишний раз подтверждает, что нет и негде в Якутске даже передержать, даже до самолета. А там, где есть, можно сгнить, не дождавшись самолета. Смотрите далее. День прилета оказался очень тяжелым. В один день, в одно время прилетают два самолета в два разных аэропорта. И как разорваться? А еще на руках в это же время истекающая кровью Ханечка. И с ней надо быть или нестись в другие клиники, где есть хирурги. Считанные минуты на принятие решения, что делать, куда бежать. Роман в один аэропорт, а я между клиникой с Ханей и другим портом. Тяжело, когда нет оперативной, мобильной помощи руками и ногами. Ну ладно, кое-как и это пережили. Следующий этап – это принять и разместить ослабленных, несчастных, голодных, изувеченных. И это очередная проблема. Нет, если спасение, вы считаете, заключается только привезти, это не так. Сам вывоз тяжелый очень, но еще тяжелее их размещение. Вы же видите, откликов передержать в нашей аудитории нет. Спасите, а как? Неизвестно. О привезенных быстро забываем, а ведь они вот есть, и их надо лечить, кормить, прививать, стерилизовать. Корм всегда заканчивается и по новой, и по кругу. Итак, друзья, один из, наверное, боюсь сказать слово последних самолетов прилетели вот с нашими вот такими бездомышами, которые там тонули в болоте, в ужасных подъездах. И вот мы кого успели вырвать? Вот тех вырвали. Малыши, хорошенькие вы. Вот это Мурлыка, помните ее? Мы рассказывали о ней. Так, и тебя давай сейчас покажем тоже. Ты Рыжик, который с собачкой выживал, да? А там другой Рыжик. Ой, а вы что, братья, что ли? Раскиданные по подъездам. Ой, какие сладкие. Вот какие. Которого кастрировали с тяжелым наркозом. Угу. Вот видите? Перегородили вот так вот. Вот так вот. Вот такие. Золотые. И бородатик. Так, малыши, сегодня два самолета приземляются. Роман в Домодедово, я во Внуково. Буду сейчас ехать куда-то ему навстречу или ждать здесь в порту. Это там, из того города, где их убивают, меня видят. Почему, интересно? Ну, такие нравы людей. Странные. В наше время женщины странные. Очень жестоко по сравнению. Да, вот такой это Мурлыка из подъезда затопила этот подъезд, и он там выживал, и всех раздражал. Это самый поющий, а это самый маленький. Вот ему сейчас поменяли пеленочку, вон пеленку поменяли ему, сейчас вот тут вот в полевых условиях поедим то, что у нас есть. Тут у нас собачку покормили, там у нас тоже котики плачущие. Тут у нас рыжики. Так, пока кормим. И ждем Романа. А ехать ему часа полтора. Это плохо. Сейчас, малыши, сейчас. Вообще милая девушка нам помогает. Так, замечательно, мы едем, сейчас уже будет машина. О, замечательно, так профессионально, как будто всю жизнь возила. Спасибо огромное. И вот такая собачка еще у нас. Бородулька. Вот это во Внуково столько. Во Внуково у нас 8 хвостов.
Домодедово 3. Так, а это малыш мой, спасенный в день. Ой, какая лысая спина. Вот это вот все лысое, серебрянкой замазано. Вот это тебя подрали, малыш. Подрали или ты там что-то у тебя... Ой, какой ты истощенный. Ты в октябре был лучше. И там тоже. Так, а тут кошечки. Тут кошечки. А здесь котики. А здесь котики. Так. Вот посмотрите, сколько. Это из Домодедова часть прилетела. А это из Внуково. Роман какой молодец, успел. Недолго мы его ждали, только около часа. Нет, не поместится. Давайте сначала. Это все наши животинки драгоценные. Снимите. Давай, давай. Ой, иди вон. Иди сюда, иди ко мне. Иди, мой золотой. Вон ты какой хорошка. Вот у тебя тут такая бирочка. Бирочку, конечно. Ой-ой-ой, все в гною. Надо срочно снимать. Да, лохудренький. Лохудренький. Да, ну-ка, вот эта песня. Вот эта песня, малыш. Ну, что у тебя здесь? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да, но это что-то очень грустно. Я даже не знаю, что делать. Тихо. Я даже не знаю, что делать. Ой-ой-ой. Малыш. И это очень все... Ой, это только кожей натянуто. Малыш, ты ведь был осенью нормальным. Это что-то невероятное. А здесь? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Зашивали? Зашивали? Что такое-то, Господи? Может, его помыть, а? Давай. Малыш. Малыш. Собаки из ада. Давай, попись. Вот это да. Вот такой сладкий. Такой сладкий мальчишка приехал. Добрый, хороший мальчишка. Покажи зубочки. Да молодые. Испугался? Что ты такой боякой? Я крикнул, пеленку поменять. И все, напугался. Ага. Ушки более-менее, но вот эта картина маслом. Ну вот эта картина маслом, конечно. Да, спасибо, конечно, друзья, спасибо. Всем, кто причастен, кто не участвовал в этом. Без комментариев. Да? Ой, извините. Он нормальный, смирный такой. Не бойся, не бойся. Температура высокая, 39,8. Вы что сказали, повышенный чем-то? Температура высокая. Лейкоциты повышены, высокие. Бедолагу назвали Стив. Конечно, сразу повезли в клинику. У парня высокая температура и зашкаливают лейкоциты. Сдали анализы. Похоже, что и Стива мы вывезли в последний момент. Оставили там на лечение в стационаре. Я очень прошу помочь выжить Стиву. Друзья, помогите ему выжить еще раз.
обработали, кожу срезали гнилую. Обидели тебя, обидели. Это раз клетка для кошек, это два. С кошками не все так гладко. Добрая женщина согласилась взять их на передержку, но у нее своих 20 и однокомнатная квартира. Такая скученность ведет к заболеваниям. Друзья, помогите, разберите, пожалуйста, хоть по одной котейке. Собак, кошек погрузили, пеленки дали и игрушки с полотенцами тоже дали. Все, тогда дальше едем. Обследование Хани показало, что показаний к операции пока нет. Поедем с малышкой в другую клинику на прием к репродуктологу. Посоветовали сдать анализ на венсаркому. Нужно продолжать искать причину таких страшных обильных кровотечений. Хани пока находится у меня. Милая, добрая и благодарная собачуля. Для той семьи, которая возьмет малышку в дом, это нескончаемое счастье. Сколько же в ней доброты и позитива. Тебе, тебе и тебе. Это легкая, вкусняшенька. Еще надо, да? Так, Ханечка у нас должна кушать печенку, потому что она потеряла много крови. Да? Пол-литра, говорит, потеряла кровушки. Вот купила ей печенку. Я думала, она не будет есть. Она ест сырую. Вот это да. Сейчас, подождите, девочки. Сначала Ханечку покормим. Ого. Килограмм купила. А сколько ей надо есть, чтобы восстановить кровушку?